Вы слухаеце трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Літаратурная старонка». Мір вам, паважаныя слухачы! Сёння разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма нашай размовы ў літаратурнай старонцы мае назву «Плёткі». Чаму менавіта гэта тэма? Хтосьці дакладна заўважыў, што не мы выбіраем тэму, а тэма выбірае нас. Напэўна, яна выбірае нас з сваёй актуальнасці. Сапраўды, хто з нас не быў ахвярай альбо зброяй плётак? Такіх няма. Неяк, разважаючы над гэтай тэмай, я сустрэў цытату. Я не ведаю, каму яна належыць. Не памятаю, дзе яе прачытаў. Па маім меркаванні, гэта вельмі дакладны выраз. Паслухайце, плёткі – гэта пазашлюбныя дзеці інфармацыі. Прасцей кажучы, словы, народжаныя незаконным чынам. Што Біблія кажа пра гэта? Таму што нам, з аднаго боку, неабходна ацаніць разбуральную сілу плётак, а з іншага перастаць іх распаўсюджваць. Дапаможа нам адна кніга, яе аўтар Мэцью Мітчелл, назва «Плёткі. Як супрацьстаяць». Да друку яе падрыхтавала хрысціянскае місіянерскае грамадства «Дабравест» з горада Брэста. Мы спадзяемся, што невялікі ўрывак гэтага літаратурнага твора, які мы прапануем да чытання, прымусіць усіх нас, сябры, задумацца пра важнасць гэтай тэмы. Как бы сильно ни хотелось, забрать слова назад невозможно. Когда мы виноваты в распространении плохой информации за спиной другого человека по причине нашего испорченного сердца, невозможно вернуть сказанные слова. Сплетня уже гуляет на свободе. Автор Лори Палатник пишет: «Сплетня как пуля. Когда вы услышали звук выстрела, назад вернуть ее уже невозможно». Я часто вижу неподдельный стыд на лицах людей, поддавшихся сплетням. В момент греха эти лакомые кусочки казались такими привлекательными, такими соблазнительными. А сейчас эти люди не могут забрать обратно свои слова. Вред нанесен. Почему же мы, поддавшись сплетням, чувствуем себя отвратительно? Наша совесть напоминает, что мы оскорбляем святого Бога, который ненавидит сплетни. Павел пишет: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Перечисляя проявления этой неправды, он упоминает и сплетни. Они – клеветники, сплетники, ненавидят Бога, наглы, горды, хвастливы, изобретательны на зло, не подчиняются родителям, неразумны, ненадежны, бессердечны, безжалостны. А заканчивает словами: «поступающие так достойны смерти по закону Бога». Если мы поддались искушению сплетен и не потеряли совесть, точно будем испытывать сожаление. Глубоко внутри мы знаем, сплетничая, раним других людей. Древний постулат гласит, что как минимум 3 человека страдают от сплетен: тот, о ком сплетничают, говорящий и слушающий. И это правда. Больнее всего приходится все-таки жертве сплетен, особенно если россказни всего лишь слухи. В притчах читаем: «Иной пустослов уязвляет как мечом, а язык мудрых врачует». Вспоминая время, когда я бездумно сплетничал, больше всего сожалею, что мои слова ранили людей. Помимо того, что сплетник оскорбляет Бога и вредит людям, сплетни нельзя отменить. Когда зубную пасту уже выдавили из тюбика, ее невозможно затолкать туда-обратно. Раввин Джозеф Тилушкин рассказывает такую историю. По небольшому восточноевропейскому городку ходил человек и клеветал на местного раввина.
Однажды, неожиданно почувствовав раскаяние, он начал умолять раввина о прощении и предложил возложить на него любую эпитимию. Рави сказал взять дома подушку, набитую пухом, разрезать ее, разбросать пух по ветру и тогда опять прийти. Сделав все так, как было сказано, человек вернулся и спросил: «Ну что теперь, я прощен?» «Почти», — ответил раввин. «Тебе осталось сделать всего одно дело. Пойди и собери весь пух назад в подушку». «Но это невозможно», — возразил ему человек. «Ветер уже развеял его». «Совершенно верно», — ответил раввин. «Даже если ты искренне хочешь исправить, возместить нанесенный тобой урон, так же невозможно, как и нереально собрать развеянный ветром пух». Так, если мы не можем собрать обратно пух, что же тогда можем и должны сделать? Первое. Раскаяться в греховных сплетнях. Сплетни были одной из важнейших проблем, которая беспокоила Коринф. Павел опасался, что коринфяне, возможно, не покаялись в этом. Раскаяние – это не просто неприятное чувство переживания из-за нашего греха. Раскаяние означает, что человек отворачивается от греха и поворачивается к Господу. Поворот происходит в сердце и изменяет направление нашей жизни. Покаяние – единственная возможность двигаться вперед после того, как мы стали жертвой грешных сплетен. Первый шаг покаяния – это исповедание наших грехов. Исповедаться значит полностью согласиться с Богом и признать свой грех. Рассказать Богу, в чем мы согрешили, соглашаясь, что это было проступком против Него. Библия обещает, если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Какое потрясающее обещание! Второе. Отказаться от греховных сплетен. Несколько лет назад у двери церкви меня встретил молодой человек и сказал: «Пастор, я должен попросить у вас прощения, так как сплетничал о вас». Я отступил на несколько шагов назад и не мог сразу сообразить, что ответить. Я действительно ценил его искренность и, наконец, произнес: «Конечно, я прощаю тебя». «Хочу, чтобы вы знали, я не только прошу у вас прощения», — продолжил молодой человек, «я собираюсь пойти к тем людям, которым сплетничал о вас, и попросить прощения за то, что отравлял их сознание своими россказнями». Он так и сделал. Для этого потребовалось мужество. Вот настоящий пример покаяния. Стоит ли нам разговаривать и извиняться перед каждым человеком, которого это коснулось, зависит от ответов на следующие вопросы. Насколько серьезным было содержание моих сплетен? Как сильно могла сплетня повлиять на отношения с этим человеком, а также на его репутацию? Далеко ли разошлась плохая информация? Истинное покаяние требует не только исповедания слов, которыми мы сплетничали. Это прежде всего исповедание нашего сердца. Помните, все разговоры исходят из сердца. Третье. Принять очищение Иисуса. Иисус Христос умер за наши грехи. Он понес на себе то наказание, которое мы заслужили из-за сплетни. Не благодаря нашей искренности, не благодаря нашей праведности, но благодаря Ему. Прощение привязано к бесценной крови Иисуса Христа, которая стала жертвой умилостивления за наши грехи. Примите это очищение. В Его крови есть великая сила. Покаяние намного могущественнее сожаления. Евангелие намного могущественнее сплетен. Примите очищение от Христа и продолжайте ходить в Нем. Что необходно сказать при концы нашей розмови? У вислов'ях написано «Словы нагаворшика, як присмаки, і яны гладка ўваходзяць у нутро чалавека». Насамрэч, плёткі – гэта не тыя прысмакі, якія павінны быць часткай нашага хрысціянскага жыцця. Давайце частавацца іншым. Пра гэта пісаў Давід у 18-м псальме. «Закон Господа здасканалы, ён мацуе душу. Адкрыццё Господа слушнае, умудрае простых. Яны больш жаданыя за золата і нават за мноства золата чыстага, за мёд саладзейшыя і за кропелькі з сотаў».
Когда, мой друг, ты брата оскорбил, пронзив его бессмысленным укором, и за любовь, печаль и горечь влил, проник в тайник души обидным словом. Спеши сказать сердечное прости, пока в нем жизнь не скрыла ночь немая, и свет горит на жизненном пути, и жарких чувств полна душа живая. А если он без мира поспешит в страну теней тобою оскорбленный, ничто тогда, мой друг, не примирит самим собою дух твой удрученный. Спеши сказать сердечное прости, пока в нем жизнь не скрыла ночь немая, и свет горит на жизненном пути, и жарких чувств полна душа живая. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышці. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог. Когда, мой друг, ты брата оскорбил, пронзив его бессмысленным укором, и за любовь, печаль и горечь влил, проник в тайник души с обидным словом. Спеши сказать сердечное прости, пока в нем жизнь не скрыла ночь немая, и свет горит на жизненном